Слово для выступления предоставляется Мацахову Самату Аскаровичу. Прошу пройти к трибуне. Уважаемый суд, участники процесса, мы полностью поддерживаем наше заявленное ходатайство о проверке соответствия части 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики к части 4 статьи 58 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Более того, хотелось бы отметить то, что в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики предусмотрена отдельная стадия, так называемый пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом, согласно статье 451 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, вступившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам, либо новым обстоятельствам. И при этом часть 2 этой же статьи, получается, определяет именно, что может быть новым обстоятельством. Это, получается, первое, установленные законом вступившие в силу, это ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, показания свидетелей. Часть 2 указывает именно, получается, незаконные действия со стороны органов дознания, следователя или прокурора. И часть 3, получается, преступные действия судьи при вынесении данного приговора. Как видно из нашего ходатайства, уважаемый суд, мною было, получается, я вел уголовное дело, и в рамках данного уголовного дела, получается, мною были установлены то, что 2 свидетелей дали ложные показания, вследствие чего в отношении обвиняемого был вынесен приговор. Согласно статье 53 УПК Кыргызской Республики, я как адвокат имею право получать, получается, опросы объяснительные со стороны лиц. И в рамках действия данными полномочиями я, получается, от данных свидетелей получил объяснительные, после чего написал заявление в интересах своего подзащитного генеральному прокурору. Генеральная прокуратура данное заявление спустила по подведомственности, то есть в районное РОВД. После чего следователь сначала отказал в связи с отсутствием состава преступления, однако после неоднократных жалоб в адрес Генеральной прокуратуры данное уголовное дело было возбуждено, однако было прекращено в связи с истечением срока давности. С данным постановлением следователя я уже пошел далее в Верховный суд Кыргызской Республики, где Верховный суд Кыргызской Республики вынес решение, которое, если смотреть, то оно не соответствует требованиям норм УПК Кыргызской Республики, так как наше основание, она подпадала под пункт 1 части 3 статьи 451 УПК Кыргызской Республики. Это заведомо ложное засвидетельствование свидетеля. Однако суд принял решение согласно духу закона и вынес решение, получается, удовлетворил ходатайство мое и передал дело прокурору, но при этом не отменил судебные акты. В связи с чем и возникла юридическая определенность, и было подано ходатайство в Конституционный суд, где мы просим провести проверку на соответствие. Более того, мы считаем то, что в данном случае были нарушены права, такие как часть 4 статьи 58 Кыргызской Республики, это обращение осужденного в вышестоящий суд, и часть 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, это право каждого на судебную защиту. В этой связи просим признать часть 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащей части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, и также отметить о расхождении требований части 3 статьи 451 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики со статьей 455, то есть именно в рамках полномочий суда при вынесении решения. У меня все. Все, да?